Якутская епархия в конце года выпускает на большой экран новый документальный фильм, авторский проект архиепископа Якутского и Ленского Романа. Новый православный фильм от лауреата ТЭФИ с нетерпением ждут зрители, а по оценкам критиков это станет событием года. Этот фильм получил название «Первый якутский» и посвящен первому архиерею Якутской епархии. Человек церковный и знающий историю республики, историю православной церкви в Якутии, знает, что первым якутским архиереем был преосвященный Дионисий Хитров, ученик святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского, просветителя Сибири и Америки. Автор сценария, архиепископ Якутский и Ленский Роман, расскажет в ленте о своем великом предшественнике. В общей сложности работа над фильмом длилась полгода. В съемках принял участие митрополит Илларион Алфеев, председатель синодальной комиссии по внешнецерковным связям. Съемки проходили в Москве и в Якутии. Режиссер фильма Светлана Сивцева, продюсер Анжелика Тупицына. В этом году Якутская епархия выиграла грант президента Российской Федерации и грант главы города Якутска. На эти средства был снят фильм «Первый якутский». Это авторский проект архиепископа Якутского и Ленского Романа. Съемки проходили большей частью на территории нашей республики. Были сделаны постановочные кадры. Это вот была идея нашей Светланы. И я надеюсь, что зритель это оценит, потому что в сценах постановочных принимало участие население Якутии, все непрофессиональные актеры. Но, тем не менее, сыграли хорошо, я считаю, и зритель это оценит. Воссоздать на экране жизнь и деятельность величайшего подвижника церкви русской. Такая идея пришла автору фильма, владыке Роману. Как пришла идея создания фильма? Собственно говоря, она продолжилась, потому что первые два опыта, как мне видится, нашей епархиальной телестудии удались. Это и «Якутия. Небесный покровитель», фильм о святителе Иннокентии, это и фильм о Якутской духовной семинарии. И мы решили, что ж, не закапывать таланты в землю, наработав некоторый опыт, собрав достойную, очень хорошую профессиональную команду, продолжить дело подготовки и выпуска фильма. Съемки фильма прошли в знаковых местах Якутии. Зритель окунется в атмосферу XIX века, которую смогли воссоздать на экране создатели ленты. В съемках активно принимало участие местное население. Очень порадовали люди, отношения людей, с кем мы соприкасались во время съемок. Это вот работники этнографического центра Чучурмуран, Сотто. Очень, прямо... Понятно, что тема такая, что не каждый, наверное, может сыграть. А люди очень вдохновенно. И в кадре отыграли, и за кадром помогали очень активно. Всегда шли навстречу. Вот это отношение порадовало, и даже для меня было несколько неожиданно. Фильм «Первый якутский» вобрал в себя лучшие традиции документального кино, а творческий поиск создателей привел к неожиданным решениям в кадре. Надо сразу предупредить, что фильм «Первый якутский» будет несколько глубокий и философский. Однако же мы совершенно не отошли от той идеи сделать фильм доступным. Несмотря на свою глубину, историческую глубину, глубину духовную, фильм изложен простым языком, я вполне уверен, будет интересен абсолютно каждому человеку, кто интересуется историей Якутии, историей православия в Якутии. Находкой режиссера стали постановочные сцены, которые иллюстрируют жизнь епископа Дионисия Хитрова. До наших дней дошли всего 2 его фотографии, но съемочная группа воссоздала образ первого якутского епископа на экране, пригласив актера. Конечно, постановочные мы снимали скупо, максимально сдержанно, чтобы не переусердствовать. Все-таки фильм документальный, не художественный. Хороший актер у нас подобрался, я считаю. Роберт сам режиссер, мультипликатор, известный человек в республике. Мне кажется, он как-то хорошо и сдержанно отыграл эту роль. На размещение фильма Якутской епархии в эфире уже пришло несколько запросов с центральных телеканалов, но ленту первым увидит все же якутский зритель. В этом году год кино, и здесь Якутская епархия подводит такой итог этого года. Таким образом,
Можно сказать, что феномен якутского кино, он распространяется не только на художественные фильмы, но и на документальные. Примечательно, что сегодня в Национальной Республике развивается именно православное кино. И мы здесь могли сказать на уровне России свое веское слово. Первый якутский готовится к премьере на большом экране. В новогодние каникулы на сеансы можно будет прийти всей семьей. Мы приглашаем обратить внимание на этот фильм. Его показ, открытый показ, будет проходить в дни Рождества Христова в кинотеатрах города Якутска. Первый якутский расскажет о великом подвижнике церкви русской, откроет новую страницу в истории православия Якутии и позволит соприкоснуться с прекрасным и удивительным в Рождество Христово.